в прошлом веке, в 1939 году, мой отец перешел границу в поисках работы сюда. Значит, у него очень много, конечно, профессий, вот, но ему было тогда 36 лет, при нем был маленький ребенок от первого брака. История очень долгая, про него даже есть целый фильм, коми-фильм, так и называется, из 2 частей. Вот, поэтому пересказывать долго. Ну, в общем, в итоге он встречает мою маму. Маме было 20, ему было 36, то есть разница в 16 лет. Вот, ну и родилась такая семья. Вот нас в семье 7 человек, я 7-я. В общем-то, у папы очень сложная судьба, очень сложная, потому что мы все помним по истории, что в годы войны были репрессии, а так как он был фин, то есть с границы, в общем-то, он попал под эти грабли, он прошел Воркута-ГУЛАГ, он прошел штрафной батальон, он много чего пережил в своей жизни, и тем не менее, в общем-то, сохранил в себе человека, гражданина, вот, вернулся в Усть-Куломский район. Я сама родом из Усть-Куломского района. Вот, нашел мою маму. И когда мама увидела его, конечно, заплакала и сказала: Мика, я тебя уже похоронила. И за это время, за 9 лет, много чего в жизни произошло. Всю эту историю она рассказывает отцу. Отец говорит: ты не виновата, виновата во всем вот война, вся эта ситуация, поэтому забудем об этом. У меня есть дочь Рита, которая у тебя оставалась на руках. Начнем все заново. Вот. Ну, в общем, оттуда все и пошло. Так получилось, что в итоге еще и родилась я, Поскребыш. И в память, наверное, своей любимой сестре папа назвал меня Хелли. И по жизни я с гордостью ношу его фамилию. Я его не меняю. Поэтому у меня такая вот папина фамилия, имя. Ну, а так я Михайловна. Хотя отец мой Микко. Училась я в Уснемской средней школе, в Коми-национальной школе. Очень любила коми-язык. Ну и русский, естественно, тоже. Как бы я вообще по натуре, наверное, гуманитарий, человек очень творческий. Училась я очень хорошо и была такая активистка, октябренок, пионер. Была председателем совета дружины в школе. Потом я поступила в комсомол. Потом была комсоргом школы. И вот в 8 классе к нам приезжают из Сыктывкара, значит, тогда это было очень модно, рассказывают про различные учебные заведения. Я очень любила рисовать. Приезжает с ГПТУ-22, художник росписи по дереву. Там была такая специальность, приезжает, рассказывает. У меня загорелись глаза, и я сказала: я хочу идти туда. Вот. Училась я 4 года, ГПТУ-22. Мама сказала: надо высшее образование. Я сказала: мама, все будет. И уже потом поступила еще и в пединститут, закончила филологический факультет. То есть у меня как бы получилось, что я художник-оформитель, художника росписи по дереву, это первая специальность. Вторая — это филологический факультет, закончила нашего Коми государственного пединститута. А потом так получилось, что, в общем-то, я работала все в одной строительной компании, как мамонт, всю свою жизнь. Я работала в одной организации строительной, ремонтно-строительный трест, где начинала художником. Потом 8 лет я работала в отделе кадров. А потом так получилось, что мне предложили заменить человека в отделе снабжения. И я последние все годы, лет 15, боже, как давно это было, я работала там. Человек творческий, он всегда человек ищущий. Поэтому всегда мы что-то стараемся найти интересное. У меня до этого было очень много разных увлечений. И полимерная глина, и кукла, текстильная кукла, и декупаж, роспись по дереву. Естественно, это моя специальность, это моя профессия, поэтому я про нее не забывала. Вот. Мягкая игрушка, потому что я еще с детишками очень много тоже вела всякие кружки. Последняя моя любовь – это мокрое валяние. Если вы слышите, что такое техника мокрого валяния, вот это оно самое и есть. Я просто вам покажу маленькие детали. Вот сейчас дачный сезон, летний сезон. И банные такие шапочки вот в форме дуба. Там, допустим, нашей родной березы. Да? Такие вот легонькие шапочки. Это все делается из шерсти. Рукавички. Вот она, пожалуйста, наша дачная клумбочка. То есть техники самые разные. И сухой иглой, то есть фальцевание, да, идет, и объемное. Ну, тут много можно говорить бесконечно. Валяние такая вещь. Люблю ее сочетать еще и с вязанием, потому что я люблю очень вязать. С детства мама моя была знатной пряхой.
очень много вязала красивых, интересных вещей, поэтому я вообще люблю все делать руками. Ну, я еще дачница, люблю ходить в лес с грибами очень, тихую грибную охоту очень люблю. Люблю водить машину очень давно, права у меня уже больше 20 лет. Это тоже своего рода такой релакс, когда ты едешь в мыслях. Хотя я понимаю, что за рулем нельзя думать ни о чем. В общем, увлечений у меня много. В Финляндии я была раза 4. Есть там родственники у меня. И туда уехала жить моя сестра. Она там уже больше 20 лет. Была и у меня такая мысль, скажу честно. Даже документы собирала и ездила туда. И так получилось, тоже очень интересная такая история. Вот как бы говорят, вот когда о чем-то начинаешь загадывать, звезды сами тебе идут навстречу. И вот представляете, я, значит, собираю документы, чтобы получить вот эту визу. И в тот же год проходит интересная такая викторина в социальных сетях. Для детей, скажем, репрессированных, такой конкурс. Проходит в Финляндии в июне месяце фестиваль народов севера, вообще Финляндии, как бы от древнейших времен до современного мира. И туда не каждый желающий, а тот, кто побеждает в этой викторине, занимает там определенное количество баллов, он может туда попасть. В мае мне звонят и таким на ломаном русском языке говорят: вы победили, вы получаете путевку в Турку. Вот на этот фестиваль. Ну, что тут скажешь? Была такая минутная пауза, потому что я опешила, я не ожидала. Вот. Но тем не менее, мне так повезло, я подумала, боже, как здорово, потому что в августе я планировала поехать в Финляндию уже посмотреть трезвым взглядом все, как, что, чего, чтобы для себя твердо решить, поеду я туда или не поеду. И тут мне получается в подарок еще к августу, в июне поездка в Турку. То есть, получается, в одно лето побывала там 2 раза. Вот я ездила туда на фестиваль, мне было очень интересно. Очень понравился город, это самая южная точка страны. Такой морской воздух, чувство старины, чистота. Какая-то вот... Там попадаешь как будто вообще в какую-то вот историю, какие-то пласты времени проходят просто вот. Очень много таких ярких впечатлений осталось. Познакомилась там с друзьями и поняла, что, наверное, да, наверное, я хочу. Все-таки, наверное, у меня все правильно. Вот. Приезжала туда моя сестра ко мне навстречу. Сказала: ты чувствуешь тут дух предков? Чувствуешь? И сказала: нет, пока не чувствую. Вот. Но в августе я поехала туда уже в роли, как бы сказать, посмотреть все, взвесить. И вот тут что-то меня так тукнуло, я поняла, что нет, мне не все нравится. Я человек очень такой... У меня, наверное, русский дух во мне. Вот, и я поняла, что человек, где родился, там и пригодился. Когда было такое потепление, и в 70-е годы, наконец-то папе разрешили съездить на родину. Это была его единственная поездка к себе на родину. Такое большое, огромное значение имеет то, что сказал тогда отец. Отец сказал: вы знаете, вот родина человека там, где он построил дом, где он вырастил сына, где у него есть семья, да. И он сказал, что у меня там дом, у меня там 3 сына, у меня там семья, и моя родина там. А когда ему напомнили то, что он перенес столько много во время вот этих вот, эти 9 лет, и Воркута ГУЛАГ, и батальон, и одиночку камеру с овчаркой, когда та его чуть не загрызла, и когда их как пушечное мясо с деревянными винтовками просто пускали вперед, это вот в штрафном батальоне. Может ли он это простить? Он сказал: это не страна виновата, это не система, это война. Поэтому я для себя эту страну принял, этот народ. Там мои друзья, и я вернусь туда. Вот это, наверное, ключевое, это важно, и ну, для меня, наверное, тоже. Так что вот. Я считаю себя комифинкой. И скажу вам по секрету, что в одном из социальных сетей я себя даже так зарегистрировала: комифинка, потому что финские корни, они, конечно, во мне есть. И когда я туда ездила, родственники сказали: боже, Хели, как ты похожа там, на нас, ты в нашу линию пошла. Мне это и лестно, и не лестно, потому что, мне кажется, русские женщины намного красивее. Вот. Поэтому, ну, я папина дочка, но я
Я родилась на коми земле, я выросла здесь. Я люблю коми язык. Ми коми мор. Мита не будме. Мита як муса радита. Поэтому я очень хорошо знаю коми язык, я его люблю, я очень хочу этот язык сохранить. Очень бы хотелось, чтобы дети, внуки это знали. Потому что, ну, я не знаю, это моя родина.